Дмитрий Тымыров ознакомился с работой пунктов временного пребывания и узнал, сколько человек там находится. Пункты временной эвакуации населения сегодня открыты практически во всех микрорайонах Якутска, где сложилась сложная гидрологическая обстановка. Под пристальным вниманием службы спасения, МЧС и местных властей попали жители сел Тулагина, Капитоновка, Кангаласы, Пригородные, Даркылах, Хатасы и Табага. Так, минувшим днем из своих жилых территорий, которые попали под действие природной стихии, были эвакуированы люди из сел Кангаласы, Пригородные и Даркылаха. На территории микрорайона Кангаласы в период весеннего половодья по состоянию на 12 часов ночи 13 мая уровень воды составляет 992 сантиметра. В зону потопления попали у нас 8 дворовых территорий. По улице Набережная 21 попал жилой дом. В нем зарегистрировано 4 жителя, из них фактически проживает 1 человек. Мы произвели подворовый обход, всех предупредили об эвакуации, предложили развернуть пункт временного размещения. Но жители, которые прописаны у нас в зоне затопления, они предложили, чтобы перешли к своим родственникам. Пункт временного размещения людей, который расположился в здании Якутского промышленного техникума в конце дня 13 мая, принял сразу 6 якутян, которые пострадали от природной стихии. Им оказались жители промышленного округа столицы. По состоянию на 2 часа ночи на 14 мая 2020 года подтоплено 52 дома. Из них 118 человек взрослого населения и 44 детей. В пункте временного размещения в промышленном техникуме зарегистрировано 6 человек, 3 детей. А вот в селе Пригородные, пострадавшие от весеннего половодья, от размещения в пункте временной эвакуации отказались. Все они решили распределиться по своим родственникам. У нас подтоплено жилых домов 4 на территории Сот-Хачо, улица Хачо. В этих домах живут 7 человек, из них 1 ребенок. Непосредственно земельные участки, 22 земельных участка, это в селе Пригородное затоплены. Но не дома, именно просто земельные участки. А люди где размещены, собираются здесь Дома, расположенные в Сот-Хачо, люди эвакуированы из своих затопленных домов, но эвакуироваться и в пункт временного размещения они желания не изъявляют. То есть они пока находятся возле своих домов, но пункт временного размещения у нас развернут, и мы готовы принять в любой момент население. Между тем, этой ночью в районе села Егейцы Намского района, где образовался затор на реке Лена, были проведены взрывные работы, что позволило снизить критические отметки в ряде потопленных населенных пунктах городского округа города Якутска. Ситуация с паводком на территории столицы остается под контролем. Дмитрий Тымыров, Петр Шестаков, Якутск.